Глава Ингушетии провел рабочую встречу с начальником регионального штаба юнармии Мадиной Богатыревой. Она рассказала Юнусбеку Евкурову о ходе работы по формированию юнармейских отрядов при министерствах и ведомствах. Кроме того, она представила окончательный список школ, где будут созданы юнармейские классы. Но прежде на базе одного из учреждений образования, по ее словам, за счет спонсорских средств решено реализовать пилотный проект, открыть образцово-показательную комнату, оформленную необходимой атрибутикой информационными стендами. Глава Ингушетии считает, что для решения этих задач необходимо правильно выстроить работу, обозначить перед директорами задействованных школ и начальниками управления образования сроки реализации проекта, направленного на патриотическое воспитание детей. Так вот по отрядам каждая силовая структура уже делала не юнармейскую форму, а нашивки. Получается, у нас, если рассчитать, 640 форм это будет по силовым структурам и 360 по министерствам и ведомствам, это уже именно юноармейская. Например, МЧС. Иметь свой класс МЧС. У них уже есть класс МЧС. Они должны только включиться в программу юноармейцев. Так? То есть их надо одеть, форму одежды им дать, это сделать, то есть включить их в механизм юноармейцев включить. Они нормативы там участвовали, мероприятия, то есть они это уже все знали, это МЧС. И посмотрите, какие классы еще есть. Силовики, понятно, которые есть. Потом ветеранская организация, там, боевые братья. Или там Союз десантников России. То есть со всеми надо поговорить. И все должны свои классы сделать, это раз. Но если мы, например, берем там класс прокуратуры или ФСБ или МВД, он может быть не отдельно класс, а могут быть там вот, группы, они в каждой школе могут, в одной в Малгобеке 3 человека, там 4, там 5 человек, они могут в разных. Я уже там вчера говорил об этом, если бы они вот этих детей там собирали бы в одном месте каким-то образом, это были бы дети самих сотрудников, тоже прокуратуры. Они бы тогда и ветеранов прокуратуры, и действующих, и они бы там учились бы их там сопровождать, и потом они поступали бы по линии прокуратуры куда-то там на учебу. Дети военнослужащих туда, дети МВДшников сюда. То есть как бы какая-то династия, чтобы была у них.